Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Икшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. В Сухуме планируют открыть новый музейный комплекс. На заседании Сухумского городского собрания также проголосовали за кадровые назначения и приняли пакет инфраструктурных решений. Как умные технологии изменят агросектор республики, сколько рабочих мест создает новое предприятие и когда завод примет первую партию мандаринов. В Абхазии создадут единую экосистему для поддержки молодежных, волонтерских и патриотических движений. Юная художница, уехавшая когда-то из Абхазии, вернулась, чтобы преподнести новому Афону в дар свою картину. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с сожалением констатирует вынужденный характер решения Республики Науру о прекращении дипотношений с Республикой Абхазия, принятого в условиях беспрецедентного систематического внешнего давления. Со дня признания Республики Абхазия Республикой Науру 15 декабря 2009 года и установления дипломатических отношений между двумя государствами был сформирован конструктивный политический диалог и заложена основа для развития договорно-правового сотрудничества. Развитие взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Науру неизменно сталкивалась с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров. По мере перехода совместных инициатив в практическую плоскость против Республики Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления. Был задействован весь арсенал недопустимых методов удушения, принуждения, от бесцеремонного политического шантажа и грубого дипломатического давления до откровенных финансово-экономических репрессий и карательных санкционных мер, направленных на пересмотр суверенного выбора Республики Науру. Подобная практика противоречит основополагающим принципам Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Она свидетельствует о тревожных тенденциях и в современной системе международных отношений, когда политическое давление все чаще используется вместо равноправного диалога, а геополитическая конъюнктура начинает превалировать над принципами международного права. Исторический опыт показывает, что политика давления, угроз, экономического принуждения и попыток искусственной изоляции не способна изменить существующие политические реалии. Республика Абхазия остается приверженной курсу на укрепление своей международной субъектности, защиту национальных интересов и развитие взаимовыгодного сотрудничества с государствами, разделяющими принцип суверенного равенства, взаимного уважения и международного права. Президент Республики Абхазия, главнокомандующий вооруженными силами Бадыр Агунба провел рабочую встречу с министром обороны Бесланом Цвижбой и начальником Генерального штаба вооруженных сил Владимиром Савченко, посвященную вопросам реформирования вооруженных сил Республики Абхазия. В ходе встречи были рассмотрены основные направления предстоящей реформы, включая совершенствование системы призыва граждан на военную службу, развитие боевого состава, переоснащение вооруженных сил, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обороны. Глава государства поручил Министерству обороны в кратчайшие сроки подготовить пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы воинской обязанности и военной службы. Законопроекты должны предусматривать обязательное прохождение военной службы гражданами Республики Абхазия, а также определить правовые последствия уклонения от исполнения воинской обязанности. Президент подчеркнул, что исполнение воинского долга должно учитываться при поступлении на государственную службу, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отдельное поручение дано по совершенствованию системы комплектования вооруженных сил. Основной акцент при формировании офицерского состава должен быть сделан на молодых, наиболее подготовленных военнослужащих. Кроме того, в рамках реформы предстоит определить предельный возраст прохождения военной службы по соответствующим категориям военнослужащих. Президент поручил обеспечить подготовку соответствующих
законопроектов с таким расчетом, чтобы после их рассмотрения и принятия Народным собранием, парламентом Республики Абхазия, они вступили в силу с 1 января 2027 года. В числе этих инициатив будут определены новые сроки проведения призывных кампаний. В рамках реформы также предусмотрены меры по развитию боевого состава вооруженных сил и их поэтапному переоснащению современными образцами вооружения и военной техники. Кроме того, участники встречи утвердили план-график проведения военных учений на текущий год. Главнокомандующий поставил задачу уделить особое внимание взаимодействию с резервистами, рассматривая это направление как один из ключевых элементов повышения боеготовности вооруженных сил. Президент также поручил Министерству обороны приступить к подготовке парадных расчетов к празднованию Дня Победы 30 сентября. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия под председательством генпрокурора Адгура Агарба состоялось рабочее совещание. Прокурор Гагарского района и заместитель прокурора Гудаугского района доложили о ходе расследования уголовных дел, в том числе по фактам убийств, имевших место в республике в последние дни. Особое внимание было уделено своевременности проведения следственных действий, полноте собираемой доказательной базы, установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. По итогам совещания генеральный прокурор поручил прокурорам районов города Сухум, прокурорам специализированных прокуратур обеспечить постоянный контроль за расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, а также усилить взаимодействие с органами внутренних дел и другими правоохранительными структурами. В Абхазии готовится к запуску еще одно новое крупное предприятие. Теперь уже по переработке цитрусовых. Абхазская цитрусовая компания за сезон готова принимать до 20 тысяч тонн урожая. Проект с безотходным производством и умной сортировкой реализован благодаря программе льготного кредитования при поддержке Российской Федерации. Первые партии мандаринов завод начнет перерабатывать уже этой осенью. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Здесь ставится палет, дальше люди ставят этот палет вот так на ленту, ящик. И этот ящик пошел по ленте, дальше он круговорот пересыпается на ленту. Пустой ящик вот по той ленте выходит на улицу. Понятно. А мандарины уже начинаются на этой ленте идти. Руководитель абхазской цитрусовой компании Алик Минасян рассказывает и показывает, как будет работать предприятие по переработке продукции. Первые гости – члены правительства, глава района и чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии. Масштабы впечатляют: безотходное производство, собственный лабораторный контроль, 6 холодильных камер. За сезон фабрика готова принять и переработать порядка 20 тысяч тонн цитрусов. Главная фишка – умная сортировка. Отборные мандарины отправятся на экспорт в Россию. А вот нестандартные, калибром меньше или с внешними изъянами, больше не будут гнить в садах. Их отправят на прямой натуральный отжим. Из неформатных мандаринов, а это около 3000 тонн за сезон, будут делать натуральный сок. Планируемый объем до 2 миллионов бутылок. Часть сока останется на внутреннем рынке Абхазии. Другая пойдет в магазины Российской Федерации. Это вот эти здесь 16 линий, это которые линии именно автоматическая засыпка. Вот второй этаж, почему мы будем строить, со второго этажа с той стороны коробка падает, она автоматом подъехала вот здесь. Ванна высыпала, 9,5 килограмм ровно высыпала. Все, борт этот открывается, или ящики пошли дальше. Все. Мы воспользовались льготным кредитованием. Российская Федерация нас кредитовала около 957 миллионов рублей. Плюс мы свои собственные средства, около 137 миллионов, задействовали свои собственные средства. Ориентировочно около 1 миллиард 94 миллиона рублей полностью обошлась фабрика. Рабочих мест здесь будет, планируем, около 150 рабочих мест. Это 2 смены планируем, потому что около большой объем переработки мандарин
за 12 часов мы не осилим переработать столько тонн. Поэтому будет создано 2 смены. Налоги, бюджет Гулибского района на первом этапе будет только подоходный налог от зарплат. Компания «Абхазская цитрус-компания» пока отстранена на налог на прибыль, НДС, так как у нас нет в сельском хозяйстве. Завод может покрыть потребности всех фермеров Гулрыбского района. Конечно, приезжать сюда и сдавать продукцию будут и из других районов страны. Раньше крестьянам приходилось думать, как вывести урожай и куда деть нестандартный цитрус. Теперь продукцию можно реализовать, не выезжая из республики. Вы видите большой завод, цитрусоводческую абхазскую компанию, которая размещается в Гулибском районе в селе Пщап. Нашим жителям Гулибскому району и всем хозяйственникам предоставляется возможность реализовывать цитрусы, которые выращиваются в Гулибском районе и в республике в целом, реализовывать на этом предприятии. Как нам известно, более 20 тысяч тонн в год может завод перерабатывать. Это даст возможность Гулибскому району около 150 рабочих мест, принесет большую прибыль также в наш район. И да и самое важное, реализация своей продукции, цитрусов, которые выращены в Абхазии, реализуют на внутреннем рынке, не выезжая за пределы республики и за пределы нашего района. Потому что люди, когда вывозят цитрусы, они соприкасаются со многими трудностями. Мы надеемся с открытием этого предприятия, большого завода, что будет стимул для развития цитрусоводчества не только в нашем районе, и в республике в целом. Когда люди будут видеть, что реализовывать продукцию можно на внутреннем рынке, соответственно, люди будут выращивать цитрусы, и мы вернем былую славу. Наш Гулибский район станет цитрусоводческим благодаря этому предприятию. Как нам известно, что до военное время, до 1992 года, в Гулибском районе выращивали цитрусы около 40-50 тонн, тысяч тонн. Сегодня в Гулибском районе около 20 тысяч тонн. С открытием этого предприятия появляется стимул для развития цитрусоводчества. Для нас это очень важно. Я хотел бы поблагодарить и российскую сторону за оказание большой поддержки финансовой для реализации этого проекта. И мы надеемся, что это будет пилотный проект не только в нашем районе, а в последующем и во всей нашей республике. Высокий технологичный уровень нового объекта уже оценили первые официальные гости. Как человек, который находится на территории республики Абхазия всего несколько недель, мне очень приятно находиться здесь и видеть самое современное предприятие, самое современное хозяйство, очень классные передовые технологические линии, которые позволяют получить очень правильный результат, когда крестьянин вырастил продукт, когда коммерческое предприятие собирает и оплачивает выращенную продукцию, и в зависимости от требований торговых сетей, а мы же понимаем, что конечный потребитель – это торговая сеть, уже перед конечным покупателем есть требования по упаковке, по калибровке, по размерам, по срокам поставки. Конечно же, каждому самостоятельному крестьянину, жителю сельского района, соответствовать этим требованиям невозможно. То есть и абсолютно очевидно, что и покупателю выгодно, потому что мы понимаем, что основная часть продукции она пойдет в Россию. Нашему покупателю, российскому покупателю, очень качественная, знаменитая продукция абхазские мандарины, они будут поступать в максимально короткие сроки после вызревания. То есть будут рады дети. Нового года без абхазского мандарина никто из нас не представляет. Мандарины нет, Нового года нет. Поэтому очень рад, что здесь этот процесс выстроен благодаря финансированию, финансовой помощи страны Российской Федерации. И очень хотелось бы, чтобы таких проектов на территории Абхазской Республики было как можно больше. Предприятия создадут десятки рабочих мест. Здесь будут работать инженеры, технологи, IT-специалисты и лаборанты. На заводе открывается собственная лаборатория для проверки качества. Сотрудничество Абхазии и России в сфере агропромышленного комплекса набирает обороты. По льготным программам в республике уже работают крупное винодельческое предприятие и молочный завод. А 2026 и вовсе объявлен в Абхазии
Абхазии годом села. Помимо льготного кредитования, вот, по указанию президента в год села финансируется несколько предприятий и уже из бюджета Абхазии по переработке, по созданию небольших предприятий, малого и среднего бизнеса, касающихся именно села. То есть все это будет происходить именно в сельской местности. И он поспособствует не только развитию сельского хозяйства, но и развитию самого села. То есть будут, естественно, созданы рабочие места, что самое необходимое сегодня для сельчан и для молодежи в основном. И все это делается вот согласованно с молодежью, согласованно с сельчанами. То есть те проекты, которые вот они желали бы, хотели бы. Вот такая вот ситуация сегодня именно в год села. Я думаю, это будет не только 26-й год, это будет и дальше продолжаться развитие села. Оно просто необходимо для развития общей экономики Абхазии. До старта производства остаются считанные дни. 2 ключевые линии уже на этапе финальной сборки. И уже 5 ноября, когда сады Абхазии покроются оранжевым золотом, фабрика примет первую партию нового урожая. Буца Вардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Энергетики Абхазии Батал Мушба на выездном совещании в РУП «Черноморэнерго» обсудил с руководителями районных РЭС обновление распределительных сетей и установку современных приборов учета электроэнергии. Как сообщили в Минэнерго, участники совещания рассмотрели ход реализации программы модернизации сетей напряжением 0,4 киловольта, темпы установки приборов учета, а также вопросы собираемости платежей за потребленную электроэнергию. По словам Мушба, обновление низковольтных сетей и внедрение точного учета необходимы для повышения надежности электроснабжения и снижения технических потерь. По итогам совещания министр поручил руководителям районных подразделений повысить собираемость платежей и продолжить модернизацию сетей и установку приборов учета в соответствии с утвержденными графиками. Напомним, президент Бадрагунба в своем послании заявил о том, что в текущем году начнется масштабная модернизация энергосистемы республики. Глава МЧС Аляс Авицба проинспектировал подразделения ведомства в Ачимчирском, Галском и Ткорчалском районах. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в ходе рабочей поездки министр ознакомился с работой пожарно-спасательных частей, оценил состояние материально-технической базы и обсудил с личным составом актуальные вопросы службы. Особое внимание было уделено готовности подразделений к сезонным рискам, включая лесные пожары и обеспечение безопасности на туристических маршрутах. По итогам инспекции профильным управлением поручено провести ревизию техники, подготовить план укрепления материально-технической базы и организовать повышение квалификации сотрудников. Частично обвалилась дорога, ведущая к госдачам Горбачева и Сталина в Мюссере, рассказал спутник глава села Блабырхуа Иларион Абичба. Этот участок расположен между Блабырхуа и Мюссерой. Из-за ливней, размывших основание дороги, вниз сползла полоса протяженностью около 25 метров. По словам Абичба, машины могут проезжать в этом месте, но без срочных восстановительных работ дорога может разрушиться окончательно. В администрации Гудаутского района уточнили, что уже обратились с официальным письмом к премьер-министру Абхазии Владимиру Делба с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Беслан Богателя утвержден в должности главного архитектора Сухума, а Департамент экономики и транспорта администрации столицы возглавил Арзамет Базба. 5 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты Сухумского городского собрания на очередном заседании. Подробности в материале Миланы Агарба. В Сухуме планируют открыть музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству абхазского художника Александра Чачба-Шерифашидзе. Соответствующее решение приняли депутаты Сухумского городского собрания. Экспозицию рассчитывают развернуть в здании памятника архитектуры по улице Пушкина, 20. Объект передается из муниципальной собственности в республиканскую. Администрация города Сухум взяла на себя обязательство провести все фасадные и кровельные работы, а президент сказал о том, что из республиканского бюджета будут профинансированы все необходимые средства по созданию данного музея.
С инициативой увековечения памяти художника выступил ученый-исследователь Вячеслав Чирикба, посвятивший более 30 лет изучению наследия Чачба Шерифашидзе и готовый передать новому музею ценные экспонаты из личного архива. Он отметил, что музей должен иметь две основные цели – собрание работ художника и пропаганда его творчества. Есть несколько источников пополнения фондов, то есть можно, моя небольшая коллекция, там около 5 работ, есть работы у правнучки, около 14 работ, затем есть работы в частных коллекциях и тех, что не сгорели, 14 работ в нашей галерее. Кроме того, есть неформальные данные о том, что, возможно, других собраний тоже может поступить как благотворительная акция в нашем. То есть музей можно собрать около 50 работ художника Чачба Шерифашидзе. Министр культуры Даур Кови отметил, что в настоящее время ведомство готовит полный пакет документов для принятия постановления Кабинета министров. Городские власти возьмут на себя проведение фасадных и кровельных работ, а республиканский бюджет обеспечит внутреннее обустройство экспозиции. С 27 года мы уже в 26 году формируем бюджет под этот музей, чтобы с 27 года уже начать полноценную работу. Поэтому, коллеги, большая просьба сегодня поддержать данное решение. И я думаю, совместными усилиями мы в нашей республике, в нашей столице создадим очень важный еще один очаг культуры. Бисван Багателя утвержден в должности главного архитектора Сухума. Он окончил Институт архитектуры и строительства в Волгограде. С 2018 года работал в Госуправлении по строительству и архитектуре, который позже был реорганизован в Государственный комитет по строительству и архитектуре. С мая прошлого года исполнял обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства. Я очень доволен работой Беслана Витальевича. У него образования и компетенции хватает для того, чтобы руководить этим отделом. Город Сухум – город с особой архитектурой, и Беслан Витальевич очень трепетно и бережно относится ко всем вопросам, которые касаются облика нашего города. Бисван Багателя отметил, что главой города и архитектурным отделом поставлена задача борьбы с самостроем. Это один из объектов, и все его данные, технико-экономические показатели, то, что у него есть разрешение на строительство, и на каком этапе на сегодняшний день выглядит стройка. То есть она будет обновляться ежеквартально, и мы будем наблюдать, как будет вестись строительство. Также мы планируем в будущем году еще 3 штатные единицы для инспекционной службы, которая как раз-таки будет следить за самостроем. Департамент экономики и транспорта администрации столицы возглавил Арзамет Базба. В 2016 году окончил экономический факультет АГУ. В 2018 году окончил дипломатическую академию МИД России. В 2018 году стал работать в аппарате Кабмина в должности референта управления экономики. А с мая 2026 года Арзамет Базба исполнял обязанности руководителя департамента. Рассчитываем на вашу полную самоотдачу и ответственный подход к делу, что позволит достичь конкретных измеримых результатов. Первое, это обеспечение устойчивого роста налоговых поступлений в городской бюджет. Мы ждем от вас расширение базы, легализации теневого сектора и жесткого администрирования каждого рубля. Второе – приведение транспортной системы в нормативное состояние. Без этого экономическая активность города невозможна. Любые решения должны быть просчитаны, обоснованы и исполнены. Желаю вам выдержки. Ответственно заявляю, что приму с работу подходить ответственно, плодотворно, следовать букве закона, принципиально быть открытым, ответственным и профессиональным. Депутаты Сухума поддержали установку табличек с благодарностью российским регионам, участвующим в реконструкции столичной набережной. Всего в повестке очередного заседания Сухумского городского собрания было 5 вопросов. Милана Агарба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В Сухуми состоялся 3-й круглый стол в рамках предфорумной программы общественно-патриотического движения «Молодая Абхазия». Темой встречи стала роль молодежных организаций, добровольческих движений
инициатив в развитии общества и государства. На одной площадке собрались представители молодежных и общественных организаций, добровольческих объединений, эксперты и общественные деятели, а также активисты. Итоги круглого стола и планы на будущее в материале Аэлиты Арутюнян. Общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия» анонсировало запуск нового формата работы «Экосистема молодежных организаций». Инициатива обсуждалась в рамках подготовки к молодежному форуму «Молодая Абхазия». В структуру новой экосистемы вошли «Молодая Абхазия», Центр военно-спортивной и патриотической подготовки Абхазии, Абхазский корпус молодых спасателей, Центр стрелковых и приборных технологий. Понимая, что у молодежной политики есть много направлений, и понимая, что в рамках одной молодежной организации несколько серьезных, более или менее серьезных направлений реализовать очень сложно, было принято решение о создании экосистемы молодежных организаций. В ближайшее время сформировать 7 районных отделений. Это задача номер 1. И в течение года 50-70 сельских ячеек. Это очень важный момент. Руководитель филиала Центра народной дипломатии Абхазии Антон Акимов отметил, что Центр, возглавляемый Дмитрием Савельевым, ставит перед собой цель взаимодействия с молодежными организациями в рамках образовательных, культурных, спортивных проектов, усиления кадрового потенциала и не только. «Молодая Абхазия» — это очень эффективная, структурированная, конкретная системная площадка со своими конструктивными целями, планами, которые дают большие возможности для развития молодежи всей страны, объединяя и взаимодействуя. Также я знаю, что под большой поддержкой администрации президента Батру Зурабовича все взаимодействуется и двигается вперед. Центр стрелковых и прикладных технологий откроется в Абхазии. Он будет заниматься развитием стрелковых видов спорта, просветительской и образовательной деятельностью, спортивной инфраструктурой, социальными и общественными программами. По словам председателя организации Тадри Зухба, ключевая задача Центра – формирование устойчивой системы стрелковой и прикладной подготовки в Абхазии. Центр будет встроен в единую экосистему молодежных организаций, созданную по инициативе движения «Молодая Абхазия». Ключевой задачей, можем сказать, что является формирование устойчивой стрелковой и прикладной подготовки в Республике Абхазия. Чтобы молодежь вовлечь в это, чтобы они этим занимались, но знали как бы. В связи с этим подготовку участников, соревнования будем проводить различного уровня. Знаете, как эти стрелковые виды спорта тоже есть, так скажем, уровень знаний и обладанием этой дисциплиной, так скажем. Может человек прийти просто позаниматься, может быть углубиться, принять участие в соревнованиях и так далее. Общественная организация «Абхазский корпус молодых спасателей» появится в республике. Основные задачи – подготовка молодежи в области спасательного дела, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи. Для деятельности корпуса подготовить специальную базу с инвентарем для обучения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других задач. В планах подписать соглашение о сотрудничестве с Российским студенческим корпусом спасателей. В сентябре, в декабре 2026 года планируется обучение представителей Абхазского корпуса по первоначальной подготовке спасателей на базе Всероссийского центра подготовки и переподготовки спасателей. То есть это не то, чтобы здесь всех мы, волонтеров, как-то собрали, они работают. Нет, они будут именно проведут обучение в соответствии с планом работы. Также наши коллеги с ВСКС, так буду говорить, приедут сюда и проведут тоже занятия. В дальнейшем, в ближайшее время мы бы хотели приступить к подготовке соглашений сотрудничества с МЧС Республики Абхазия, так, чтобы наш абхазский корпус молодых спасателей взаимодействовал, самое главное, с МЧС Республики Абхазия. Также с Министерством просвещения Республики Абхазия и Государственным комитетом по молодежи и спорту Республики Абхазия с целью дальнейшего их подписания. Круглый стол стал площадкой для открытого диалога между представителями молодежных организаций, добровольческих объединений, экспертного сообщества и общественными деятелями. Аэлита Арутюнян, Рамукамке, Абхазское телевидение. Решением комиссии по государственной премии имени Дмитрия Гуляна конкурс по соисканию государственной премии допущены. Анзор Мукба, анатолийские рассказы, Владимир Дылба между храмом, стадионом и парком. Геннадий Аламия, Бог и люди. Нокзар Логуа, живописные работы. Руслан Хашик, документальный фильм «Матери, победившие горе». Зураб Джапуа, Нала Барцыц, Нарты. Абхазский героический эпос в 10 томах. Астанда Кецба, документальный фильм «Абхаз с необъятной душой».
В Абхазии откроется дополнительная общеразвивающая программа «Мост дружбы», организованная Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» при поддержке Министерств просвещения Абхазии и России. Прием заявок открыт для учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. 2 смены по 75 детей пройдут на базе Калдахарской школы-интернат с 7 по 12 и с 14 по 19 августа. Заявки на участие принимаются в рамках установленной квоты. За смену лагерь примет 150 человек. Подробная информация на сайте Министерства просвещения Абхазии. 5-летняя девочка, однажды жившая в Абхазии и полюбившая ее, вернулась в республику после переезда с семьей в Махачкалу. Для нее Абхазия осталась второй родиной. В репортаже Миланы Агарба история о том, что чувствует ребенок, возвращаясь в место детства и тепла. Иногда самые большие истории начинаются с маленького детского сердца. Зовут ее Жанна Чупанова. Ей всего 11 лет. До 5 лет Жанна жила в Абхазии. Задолго до этого ее отец открыл для себя нашу республику, как потрясающую душевную и красивую страну, где комфортно жить и работать. Затем семья вернулась на свою родину, в Дагестан. Сейчас Жанна живет в Махачкале, но ее сердце всегда оставалось здесь, в Абхазии, в стране, которую она считает своей второй родиной. Казалось бы, ребенок быстро привыкнет к новому месту, но не в этом случае. Она постоянно говорила родителям, что в Абхазии другое небо, другой воздух, другие деревья. Здесь все по-другому, роднее, теплее, ближе. Она так скучала по своей малой родине, что родители несколько раз в год приезжали сюда только ради нее. Жанна отметила, что рисование – это ее главное хобби. Я очень люблю рисовать, это прям приносит мне огромное веселье. Это мое самое главное хобби, самый главный мой талант. И это буквально то, без чего я не могу почти представлять себя. Это то, с чем я ассоциируюсь. Я с самого раннего детства очень любила рисовать. В руках у нее особенный подарок – картина, написанная ей самой. На полотне живописная Псырцха – одно из самых красивых мест Нового Афона. Эту работу девочка решила передать в дар местному кафе как знак своей любви и благодарности земле, где она родилась. Но главное в этой истории даже не подарок, главное ее талант. Глядя на ее картины, трудно поверить, что их автору всего 11 лет. Юная художница поделилась тем, почему она выбрала кафе в Новом Афоне. Мне прям очень нравится это кафе, оно прям очень красивое, сразу запоминающееся. Я ни разу подобные кафе еще не видела. Очень красивый такой дизайн, и я решила нарисовать это впервые. Это моя самая первая картина, которую я нарисовала на таком большом холсте. Сначала я делала небольшие скетчи, а потом я решила все-таки пойти к преподавателю и на индивидуальных уроках уже нарисовала эту картину. Это самая любимая моя картина. В работах чувствуется зрелость, уверенная техника, внимание к деталям и удивительное чувство цвета. Создается впечатление, будто их писал художник с многолетним опытом. Для нее живопись – это не просто увлечение, это язык, на котором она рассказывает о своей любви к Абхазии, о месте, которое навсегда осталось в ее сердце. У меня тоже были, так сказать, наклонности, задатки к рисованию, но, к сожалению, да, я их особо не развил. Видимо, на нее повлияла еще вот эта атмосфера, вот, красивая природа. Все-таки в Абхазии, я заметил, и население очень как бы тяготит к искусству, к живописи. Здесь очень сильно ценят это. Девочка отправилась на ласточки в Новый Афон, чтобы лично вручить свою картину. Это не просто подарок, это искренний жест маленького человека с большим сердцем, который еще раз напоминает, настоящая любовь к родине не измеряется возрастом, расстоянием или временем. Иногда одна детская картина способна рассказать больше, чем 1000 слов. Милана Агарба, Белла Агарба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Туристический поезд «Рица» отправится в Абхазию 10 октября. Единственный в этом году рейс пройдет по маршруту Москва, Новороссийск, Гагра, Сухум, Сочи, Ростов-на-Дону, Москва.
В Абхазии пассажиры смогут посетить озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонскую пещеру, Сухумский ботанический сад и другие достопримечательности. Поезд рассчитан на 7-дневное путешествие. В составе предусмотрены вагоны-купе, СВ, люкс, а также вагон-ресторан, вагон-бар, вагон-душевая и вагон-спа. Дополнительно пассажиры смогут приобрести экскурсионные программы по городам маршрута. Подробная информация доступна на сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД пассажирам и железнодорожных кассах. Билеты уже в продажах. Для приема состава РУП АЖД ведет восстановительные работы на Киласурской платформе. Здесь же будет организована стоянка туристического поезда «Рица». 10 октября запускается туристический поезд «Рица». Выйдет с Москвы, он курсирует по территории России с заходом в города, такие как Новороссийск, Ростов-на-Дону. В Абхазию прибудет он 13 числа, 14 здесь, 2 суток. Туристы могут приобретать как сразу турпакет, так же и в пути следования отдельные экскурсии по городам, где отстаивается этот поезд. Продажа уже началась, он у нас 3-й год уже ходит. Пока раз в год этот поезд. Надеемся, в дальнейшем будет больше. Для этого, для его обслуживания на территории Республики Абхазия у нас производится туристическая платформа на станции Киласур. Там будет он отстаиваться. Планируем к этому времени завершить реконструкцию. Будет там отстаиваться. Оттуда будут туристы ездить на экскурсии по Абхазии, на Рицу, в Новый Афон. Продажа началась буквально несколько дней назад. Пока уже есть реализация, чем дальше, он в прошлом году, заходя сюда и позапрошлом, было в среднем порядка 80% наполняемости этого состава. То есть достаточно популярный. Ведем переговоры с РЖД, чтобы он ходил более чаще. Чем будет чаще, будут люди знать, когда раз в год не так много людей знает об этом. Книгу «Феномен Хиблы Гирзмава» презентуют на фестивале «Хибла Гирзмава приглашает» в августе. Составителем и автором издания выступил выдающийся абхазский писатель, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Гуля, академик Владимир Зонтаря. Уникальное трехязычное издание на русском, абхазском и английском языках объединило очерки, эссе, воспоминания, интервью, портретные зарисовки и размышления известных общественных деятелей, ученых, писателей, музыкантов и друзей Хиблы Гирзмава. Авторы по-разному, но удивительно созвучно раскрывают феномен ее личности, искусства, многогранность творческого дарования и значение ее имени для музыкальной культуры России, Абхазии и всего мира. Презентация состоится 1 августа в Русдраме, а 2 августа в Сухуми пройдет первый концерт. На площади перед Абхазским театром будут играть джаз. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, в четверг, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.